Добрый вечер. 14 декабря, 656-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Российскому политзаключенному Ахтему Чаегозу исполняется 51. Почти год назад его арестовали по делу 26 февраля. Тогда около 10 тысяч крымских татар и сторонников целостности Украины на один день задержали сепаратистское решение Верховной Рады Крыма о проведении референдума. Сюжет об этом готовится к эфиру, мы покажем его несколько позже. Сергей Аксенов заговорил о режиме военного времени на полуострове. Чтобы обеспечить население Судака питьевой водой, он приказал принудительно передать администрации города скважины, принадлежащие 5 местным предприятиям. Против тех, кто не согласен, по режиму военного времени возбудят уголовные дела за нанесение вреда Республике Крым. Он сказал, Судак сидит без воды, а у местных буржуев полное обеспечение. Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал из Украины. После аннексии подача воды по каналу прекратилась. Энергоснабжение в Крыму возможно только на условиях крымских татар. Такую позицию поддерживает президент Украины Петр Порошенко. Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» сказал уполномоченный президента по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Он считает принципиальным подписание контракта не между госпредприятиями России и Украины, а между соответствующими министерствами. Также в договоре Крым должен называться не Крымским федеральным округом, а Автономной Республикой Крым, в скобках временно оккупированная Российской Федерации территория Украины. Третьим условием для нового контракта на поставку электроэнергии в Крым Джемилев назвал освобождение политзаключенных, прекращение преследования и розыск всех пропавших, похищенных активистов, гарантии демократических свобод. В Крыму люди отравляются газом от генераторов. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям российской администрации полуострова советуют не ставить генератор в закрытых помещениях. 22 ноября из-за подрыва электроопор в Херсонской области прекратилась подача электроэнергии в Крым. Крым стал пользоваться дизельными генераторами и первой ниткой энергомоста, которая была запущена 2 декабря. На крымских рынках вместо турецких – китайские и иранские фрукты и овощи. Китайские мандарины сначала выдавали за абхазские, чтобы не напугать покупателей. Заменили и турецкие овощи. Огурцы завозят из Азербайджана и Ирана. На ящиках с помидорами этикетки предприятий Ставрополья. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым запрещается ввоз турецких товаров. Это произошло после 24 ноября, когда турецкий F-16 уничтожил российский боевой самолет, нарушивший турецкое воздушное пространство. Сторонников владельца крымского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова оштрафуют на 20 тысяч рублей. Жители Крыма, приехавшие 11 декабря поддержать Зубкова под стены Белогорского суда, устроили массовый митинг. Проведение манифестаций, пикетов и массовых собраний запрещено на территории Крыма российской администрации полуострова из-за режима чрезвычайного положения. Штрафы участники митинга должны оплатить в течение 60 дней. Олега Зубкова осудили на 3 года условно за избиение сотрудника зоопарка. В Москве разогнали участников марша перемен. Активисты с плакатами вышли в поддержку Конституции России. Акция проходила на Пушкинской площади. Полицейские задержали и доставили в участок более 30 человек. Остальных оттеснили к станции метро. Почему вы утверждаете, что власть чекистов – это террор? Потому что кроме войны они нам сейчас ничего не приносят. Потому что Путин может удержаться у власти только с помощью войны. Вместо того, чтобы заниматься экономикой, он занимается войной. Уважаемые граждане, в день Конституции не задерживайтесь, проходите в сторону метро. Аккуратно, очень скользко. Вы человека забираете в День Конституции. В День Конституции вы забираете человека. Куда вы забираете? В День Конституции берете. Конституция выше федеральных законов. Я с вами согласен. Есть свобода личности, есть свобода слова. Конечно. Ну и почему вы тогда вот нарушаете Конституцию в День Конституции? Объясните, пожалуйста. Конституцию нарушаем.
Вы сейчас просто берете и людей сажаете в автозаки за то, что они имели право Вы видели, что я кого-то посадил? Вы отдавали приказы своим сержантам. Да? Да. Почему вы забираете человека? Почему вы забираете человека? Подните плакат. Почему вы нарушаете Конституцию? Немножко бесед проводятся бандиты. Да вы что? Говорите, Уроды, перестаньте! твари, блядь. Коты, ублюдки. Мне не надо в метро, отпустите. Работа каждого вернется. Не надо в метро. Я здесь Классная работа. снимали. Давайте загоните нас в вагоны еще. Загоните в вагоны. Че, стыдно вам стало? А? Или что? Позор! Позор России! Загоните в вагоны. Что вы стоите? В Севастополе несколько припаркованных в районе ЦУМа автомобилей пострадали от рук вандалов. Горожане увидели огромные камни в лобовом стекле автомобилей. Вот и дождались камни с неба. С иронией комментируют инцидент севастопольцы, имея в виду надпись на рекламном билборде, ранее размещенном в Севастополе. Туристов в новогоднем Крыму не будет. Об этом заявляет Союз туроператоров России. Бронирование новогодних туров в Крым сейчас носит единичный характер. Туристы ждут, когда на полуострове решится вопрос с электричеством. Были случаи аннуляции во время массового отключения света. Некоторые туристы досрочно прервали свой отдых. 8 декабря поставка электричества из энергосистемы Украины в Крым восстановилась, однако возникают аварии в энергосетях. Крымчанам советуют сохранить украинские автомобильные номера. Это необходимо, чтобы беспрепятственно пересекать админграницу с материковой частью Украины. Об этом сказал директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. Гражданин Крыма, человек, который проживает в Крыму, он может подать заявление в российский ГИБДД о том, что он якобы утерял техпаспорт и утерял, обязательно, что он утерял номерные знаки. Ему в таком случае выдают копию свидетельства о регистрации, уже ПТС российский, и выдают новые номерные знаки российские. Причем у него сохраняется и украинский техпаспорт, свидетельство о регистрации, украинские номерные знаки. И он теоретически может на российских номерных знаках 82-й и 92-й регион кататься по Крыму, а на ничейной полосе, скажем так, просто достает старый техпаспорт, достает, вешает номерные знаки новые и уезжает на территорию Украины. Александр Усик защитил титул интерконтинентального чемпиона WBO. Крымский боксер победил нокаутом кубинца Педро Родригеса в 7-м раунде. Это уже 9-я из 9 победы Усика. Более тяжелое падение на этот раз, и тут больше пахнет уже технической победой. Тримайте за нокаутом. Юрий Копцев останавливает этот бой. Это победа Александра Усика. С нетерпением ждем повторы. Как же это было? Иран готов торговать нефтью по ценам ниже $30 за баррель. Вернувшись на нефтяной рынок после снятия экономических санкций, Иран сможет торговать нефтью и при ценах ниже общей, заявил министр нефти Биджан Зангане. Он уверен, объемы иранской добычи и экспорта нефти не зависят ни от кого, и страна определяет их сама. Министр отметил, что Иран стремится вернуть свои позиции на мировом рынке, и члены ОПЕК должны пойти на сотрудничество в этом вопросе. Это все новости на этот час. Хорошего вечера. Будьте с нами.